بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Наша тема сегодня это намаз, ас-салат. Я думаю, что это очень актуальный вопрос и очень актуальная тема. Потому что, во-первых, ас-салат и намаз занимает очень важное место в нашей религии и является одним столпом ислама. И с другой стороны, это очень актуальный вопрос, потому что, к сожалению, многие мусульмане не отдают должное намазу и игнорируют этот столб ислама в своей жизни. И некоторые мусульмане, которые читают намаз без хушуа. Хушуа – это смиренность и сосредоточенность в намазе. А для некоторых мусульман намаз – это лишь обряд, который не имеет никакого влияния на образ жизни, на их поведение. Отсюда мы сталкиваемся постоянно с такими вопросами. Почему он обманывает, когда он читает намаз? Почему он так поступает, и он читает намаз? К сожалению, для некоторых мусульман существует разрыв между намазом и, скажем, своей жизнью. И нет такого влияния, заметного влияния, которое мы должны ожидать от того, что мы читаем намаз. И еще одна причина актуальности этого вопроса намаз, это потому что многие тоже и немало мусульман, и в основном среди молодых мусульман увлекаются вопросами о детальных движениях в намазе и создают от этого разногласия между мусульманами, когда можно было бы на эти вопросы, я бы не сказал не обращать внимания, а просто уважать друг друга по отношению к этим вопросам. Они считают, что одно только правильное, а все остальные неправильные. И вот это занятие, имею в виду этими деталями в намазе, занимает больше времени, чем, я бы сказал, более важное занятие, это понять сущность намаза и понять, к чему должен привести мне намаз. Вот все это, то, что я перечислял, все эти существующие, скажем, вопросы говорят о том, что намаз и вопрос, и тема намаз, это очень актуально для нас. Мы должны знать, и, я бы сказал, вспоминать и вспомнить важность намаза в нашей жизни. Это обращение к тем мусульманам, которые, к сожалению, не отдают должное. Я хочу, чтобы они знали, что намаз имеет очень и очень важное место в религии. И потом мы поговорим, чтобы ответить на вопрос, как должен намаз влиять на мое поведение. И неужели намаз это просто обряд, который не имеет никакого отношения к моим поступкам, к моему поведению, к моим нравам?
И в-третьих, мы будем говорить для того, чтобы получить вот этот желаемый результат, имею в виду, когда намаз становится как бы исправляющим фактором моей жизни и моего образа жизни. Для того, чтобы намаз был таким, я должен понять сущность намаза и должен понять смысл намаза и движение в намазе и слов, которые я читаю во время намаза и так далее. И вначале давайте остановимся на вопрос важности намаза в нашей религии и какое место занимает намаз в исламе и какое место должен занимать намаз в жизни мусульманина и в его религии. Аллах Субхану ва Тааля указал о важности намаза разными путями. Вот, например, Аллах Субхану ва Тааля очень часто в Коране повторил веление о том, что мы должны читать намаз. Вот это части повторения, это не один раз сказано в Коране, не в одном только аяте, а во многих аятах Аллах Субхану Тааля часто упомянул о том, что мы должны выстаивать молитву. Это очень часто, и когда, конечно, вот этот части напоминания, конечно, с другой стороны говорит о важности вопроса. Аллах Субхану Тааля во многих аятах об этом говорил, но я прочитаю следующие из них, например, в сура номер 2, аят 238: «Охраняйте молитвы и молитву средную, и стойте перед Аллахом благоговейно». А в другом аяте, в сура номер 11, аят 114, Аллах Субхану Тааля говорит: «Выстаивай молитву в обоих концах дня и в часах ночи, поистине добрые деяния удаляют дурные». Сура номер 20, аят 132: «Прикажи своей семье выполнять молитву и терпелив будь в ней». И так далее и тому подобное. Много аятов Корана. И если считать эти аяты, это будут не десятки аятов, а сотни аятов, которые нам велят и в которых Аллах Субхану Тааля велел нам выстаивать молитву и охранять ее. Другим путем Аллах Субхану ва Тааля указал о важности намаза, когда во многих местах перечислял намаз как признак верующего человека. Вот иногда некоторые считают и говорят: вера в сердце, а зачем мне молитву читать? Вот Аллах Субхану Тааля указывает во многих местах Корана, что признак веры человека и из признаков верующих людей это то, что они выстаивают молитву и читают намаз. Например, в суре номер 2, ая номер 1 и 3, первые аяты сурат Аль-Бакара, Алиф Лам Мим, эта книга, нет сомнений в том, руководство для богобоязненных. Какие у этих богобоязненных есть характеры и признаки? Аллах перечисляет: тех, которые веруют в тайную и выстаивают молитву, и из того, чем мы их наделили, расходуют. Значит, выстаивают молитву — это признак их веры и признак того, что они являются верующими людьми. Сура номер 2, тоже аят 277: «Те же, которые уверовали и творили благое, и выстаивали молитву, и давали очищение». Видите, опять признак их — это то, что они выстаивают молитву. И в сура номер 23, ая 1 и 2: «Счастливы верующие, которые в своих молитвах смиренны». Потом опять Аллах Субхану Тааля перечислял в этой суре, в суре номер 23, первые аяты, многие признаки верующих, и в конце опять упомянул о том, что которые охраняют свои молитвы. Значит, в начале перечисления признаков Аллах сказал, которые в своих молитвах смиренны, а в конце перечисления Он сказал, опять напомянул и упомянул намаз, который охраняет свои молитвы. Значит, это опять, когда Аллах Субхану Тааля всегда перечисляет намаз
среди признаков верующих людей, это тоже говорит о важности этого столпа и о важности намаза в жизни верующего. Третьим путем, с помощью которого мы понимаем важность намаза, это когда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал, что это столб ислама. Вот, самая главная вещь, как в этом смысле Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал, самая главная вещь это религия, это ислам. А ее столб это намаз. Значит, на чем опирается наша религия, как Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям таким образом говорит. На чем опирается? Самый главный у человека это что? Это его религия, это ислам. Самый главный. А на чем опирается ислам? На намазе. Это, конечно, говорит о том, что это очень важно. Тоже о важности намаза говорит следующий. Это то, что когда Аллах Субханаху ва Та'аля приказал нам читать намаз, в отличие от других приказов, для приказания о чтении намаза Аллах Субханаху ва Та'аля позвал пророка к себе. Значит, когда Аллах Субханаху ва Та'аля велел нам держать уразу, Он послал Джибрил, алейхиссалям, к пророку и сообщил ему эти аяты, в которых содержится приказ о том, что мы должны держать уразу, и так далее и тому подобное. Любой приказ, любой аят Корана, любой приказ, это Аллах Субханаху ва Та'аля посылает Джибрил к пророку, и Джибрил сообщает пророку об этом приказе и об этом велении. Только намаз. Намаз нам повелено было читать намаз во время, как вы знаете все мусульмане, Исра и Ма'радж, во время такого события, великого события, перенесся Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям в одной ночи из Мекки в Палестину, и потом поднятие его на седьмое небо, когда он приблизился к Аллаху. И именно в этом моменте Аллах Субханаху ва Та'аля приказал пророку читать намаз. И по данным хадисов, что сначала было приказано 50 раз в день читать намаз, потом Аллах Субханаху ва Та'аля для облегчения уменьшал это количество до 5. Но сказал Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, они 5, но их вознаграждение как будто 50. Значит, это тоже говорит о важности этого столпа ислама, когда Аллах Субханаху ва Та'аля, в отличие от других столпов, приказывает о нем после того, как он позвал к себе Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Еще один момент тоже говорит о важности намаза. Это то, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал следующий. Поистине, в день воскресения расчет с рабом Аллаха прежде всего будет произведен за его молитвой. И если они будут хороши, он преуспеет и получит желаемого. А если окажутся негодными, его молитвами в виду, то он потерпит неудачу и понесет убыток. Вот видите, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что первый вопрос и первое дело, о котором будем спрошены в судный день, это намаз. А как будем отвечать, если, не дай Аллах, мы в этой жизни последним делом ставили свой намаз? Как будем отвечать в судный день перед Аллахом, если для нас последнее дело это намаз? И многие говорят, к сожалению, это нередко слушаем такие вещи, когда говорят, я еще молодой, я подожду, мне будет 60 лет, и тогда буду читать намаз. Когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит о том, что первое дело, о котором Аллах спросит в судный день, это намаз, то, конечно, говорит о том, что нам не следует игнорировать намаз, нам не следует не отдавать должное намазу, и мы должны ставить его первым делом в нашей жизни, а не последним делом, когда мы в старости, и когда уже человек не в силе читать намаз как следует, и не в силе, и не может выучить
те аяти и те дуаи, которые нужно знать во время намаза. Мы не должны об этом забывать. О том, что намаз это первое дело, о котором Аллах спросит нас в судный день. О важности намаза еще говорит о том, что самый последний увещание пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям был намаз. Даже говорят в одном хадисе, что когда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям как бы во время смерти своей, когда он умирал, в этот момент, в этот трудный момент, он повторил, увещая нам, он повторил: «Ас-салат, ас-салат». Когда уже выдыхает последний, скажем, у него последний вдох жизни. И он говорит в последний момент своей жизни, упомянув о том, что это очень важно, он повторил: «Ас-салат, ас-салат». Значит, не бросайте это дело, ас-салат, и будьте внимательны к этому вопросу. О важности намаза говорит тоже то, что Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям назвал, что это наиболее достойным делом, который может делать человек. Когда один пришел к Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, это сподвижник Ибн Мас'уд радийаллаху ан, и сказал, и спросил его, какое дело является наиболее достойным. Какое дело является наиболее достойным? Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: совершение молитвы в установленное для нее время. Вот это самое и наиболее достойное дело, которое ты можешь делать в своей жизни. А, к сожалению, мы видим, что некоторые мусульмане даже не обращают никакого внимания на это дело, которое считается по изречению пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям наиболее достойным делом в нашей жизни. О важности намаза говорит еще следующий хадис, в котором Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям обещал, что намаз, пятикратная молитва, стирает наши грехи и убирает и избавляет нас от наших грехов. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: скажите, если у дверей кому-нибудь из вас протекала река, и он купался в ней по 5 раз в день, осталась ли бы после этого на нем какая-нибудь грязь? Они сказали: от грязи не осталось бы ни следа. Сподвижники ответили. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: а это подобно 5 молитвам, посредством которых Аллах стирает прегрешения. Значит, кто из нас не хочет, чтобы Аллах субхану ва тааля стирал и избавил его от его прегрешений? Вот вам и вот нам способ. Это пятикратная молитва. Еще говорит о важности намаза и о достойном месте намаза в религии. Это то, что Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям считал и сказал о том, что оставляющий намаз, он его назвал атеистом. Но это я здесь сразу подчеркиваю, что здесь именно для того, чтобы усилить страх у людей, чтобы они не оставили намаз. А не для того, чтобы мы считали людей атеистами все. Мы не имеем права, и это мы должны быть в этом очень осторожны в обвинении других в атеизме, и что он кафир. Вот это слово кафир, мы должны быть очень осторожными к этому слову. И не должна быть это как игра у нас. Имею в виду, как только что-то сделает один, мы говорим: он кафир. Это не шуточный вопрос. И с таким обвинением мы не имеем права как бы выходить или сказать. И ученые были очень осторожны в этом деле. И когда они видели явный атеизм у одного человека, все равно они не сказали и берегли себя от этой ответственности. И не сказали, что он кафир, а сказали его действие кафиров. Они не брали на себя ответственность. Но я хочу сказать, когда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит поистине многобожие, поистине отказ от молитвы означает многобожие и неверие, это тоже для того, чтобы мы знали и поняли, что оставить намаз
и не обращать внимания на намаз, это не шуточное дело, это не шутка, это не простое дело. Если Мухаммад ﷺ зовет этот поступок неверующих и многобожников, значит, намаз отсюда имеет важное значение. И поэтому и еще подчеркивает важность намаза, когда Мухаммад ﷺ сказал, следующий хадис, 5 намазов в день Аллах предписал их своим рабам. И кто охраняет их, тот имеет право у Аллаха, чтобы он ввел его в рай. А кто их не охраняет, он не имеет перед Аллахом никакого права. Или он накажет его, или он простит. Видите? Значит, опять-таки здесь Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям подчеркивает, что это очень и очень большой грех, когда мы оставляем молитву. Когда он зовет, когда он называет совершающего этого поступка, имею в виду оставляющего намаз, его называет многобожником, и когда он говорит, что это право, без намаза мы не имеем никакого права на Аллаха, чтобы Он ввел нас в рай, это, конечно, для того, чтобы мы поняли, что это не шутка, оставить намаз и не обращать внимания на намаз. И Аллах Субхану Тааля сказал в сура номер 107, аят 4 и 5, «Горе же молящимся, которые о молитве своей не брегут». Вот это тоже еще говорит о том, что это очень важно. И последний, который говорит о важности намаза и одновременно говорит о задаче намаза и для чего предписан намаз. Потому что намаз сам по себе это не цель, это не наша цель, только намаз. С помощью намаза мы получаем определенную цель, о которой Аллах Субхану Тааля сказал в Коране. Аллах говорит в суре номер 29, ая номер 45, «Выстаивай молитву». Что к чему должна привести тебя? Вот ты выстаивай молитву. А к чему это должно привести себя? Аллах говорит, ведь молитва удерживает от мерзости и неодобряемого. Значит, молитва должна помочь тебе удержаться от совершения мерзостей и неодобряемых поступков. Значит, это одновременно говорит о важности намаза, потому что любой человек, нормальный человек, и тем более верующий мусульманин, он стремится к тому, чтобы отходить от всяких мерзостей и чтобы отходить от всяких неодобряемых поступков. И Аллах Субхану Тааля говорит, вот вам способ, выстаивайте молитву, и она поможет вам отходить от этих поступков. Потому что, если мы будем, инша'Аллах, выстаивать молитву и читать молитву таким образом, каким научил Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, и понимая ее смыслы, и понимая, смыслы от каждого действия в намазе, то, конечно, это приведет к этому результату. И поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал в другом хадисе, подчеркивая опять важность этого аята, что намаз и молитва должна удерживать нас от мерзости и неодобряемого, он сказал, тот, кто его молитва не удерживает его от мерзости и неодобряемого, то это не молитва. Значит, это уже не молитва, это не настоящая молитва, это не настоящий намаз. Это уже какие-то, может быть, ритуалы, какие-то физзарядки, если правильно назвать. Это какое-то движение, пустое движение, не имеющее никакого смысла. Потому что намаз не может оставаться просто, определенные движения с чтением определенных слов. Это не на этом останавливается намаз. Намаз влияет на поведение и влияет на характер человека и на его нравы.
И отсюда мы получаем важность намаза, и отсюда мы получаем, для чего и с какой целью мы должны читать намаз. Поэтому Мухаммад ﷺ тоже в другом хадисе, когда ему сказали о той женщине, которая читает намаз и держит уразу, но она вредит и вредна к своим соседам, он сказал, она в аду. Потому что ни намаз, ни ураза не меняла ее. И вот этот намаз и ураза для нее стало как бы пустой, бессмысленный, если я правильно скажу, бессмысленный, имею в виду дело, которое остается внешним, не оказывает никакого влияния на ее поведение. Поэтому мы не должны таким образом читать намаз. И отсюда, исходя из этого, я хотел с вами, после того, как мы разбирали, именно вспомнили важность намаза в нашей жизни, давайте мы поговорим о значении намаза. Я не буду говорить в нашей сегодняшней теме о том, как читать намаз. Потому что этот вопрос, я думаю, что многие знают, и если не знают, то с ним знакомиться не так трудно. И много книг выпускается по этому поводу. Много книг, и не так сложно. Но я хочу сказать, я хочу, чтобы мы вспомнились о том, какой смысл имеет намаз. И с каким духом мы должны читать намаз. И как мы должны понимать намаз. И движение в намазе, и подготовка к намазу. Давайте остановимся сначала на значении слова. Что такое намаз? С точки зрения арабского языка, значит ас-салят. Откуда произошло это слово? Потому что само слово говорит о многом. Само слово даже с точки зрения арабского языка говорит о многом. Что такое ас-салат с точки зрения арабского языка? Ас-салат как слово салат означает дуа. Вот когда мы говорим иногда «салля ар-раджуль», человек делал молитву, имея в виду просил дуа. Поэтому Мухаммад ﷺ однажды сказал, когда зовут кого-нибудь из вас, угощает кого-нибудь из вас, но он не может принимать это, потому что он держит уразу, то пусть он скажет им дуа. А здесь Мухаммад ﷺ использовал слово «фальюсалли». «Фальюсалли» значит, пусть он попросит для них какой-нибудь дуа. Вот. Значит, ас-салат означает дуа. И отсюда, почему называлось наше вот эти движения, почему этот, скажем, столб назывался салат, потому что во время намаза в основном мы просим у Аллаха. И весь намаз состоит из совокупности наших дуаов. И отсюда в совокупности намаз, вот этот как движение, как обряд, он уже назывался салат, потому что большая часть его это есть наши просьбы к Аллаху и наш дуа к Аллаху. Значит, ас-салат это дуа с точки зрения арабского языка. Другое значение. Салат, слово салат с точки зрения арабского языка произошло от саля. Саля на арабском языке означает огонь. А салат называется салатом, потому что как бы человек этим действием защищает себя от огня ада. Значит, в конечном итоге ас-салат будет, ссылаясь на эти значения, будет как бы защита от огня. Защита от огня. Значит, когда мы говорим «салля ар-раджуль», тоже имеет означение, что он защитил себя от огня ада. Следующее значение тоже с точки зрения арабского языка салат от слова сила. Сила означает связь. Связь именно с Аллахом. Потому что считается, что салат это наподобие
встречи с Аллахом. И когда мы читаем намаз, как будто мы встретимся с Аллахом. Есть такие хадисы, именно указывающие об этом значении, о том, как бы сказал, используй пять, пока не наступили другие пять. Используй свою молодость, пока ты не старел. Используй свое свободное время, пока ты не занят. Используй свое здоровье, пока ты не болеешь. Используй свое богатство, пока ты не бедный. И используй свою жизнь, пока ты не умер. Значит, и как раз намаз нам помогает в этом. Намаз это и азан, это напоминает о том, что время идет и что ты сделал. Вот день разделен на 5 частей. Что ты сделал? Уже только читал аль-фаджр, а уже аль-аср. Половина дня прошла. Что ты сделал? Вот и таким образом, с таким чувством мы живем с намазом. Значит, это ни в коем случае не потеря времени, а наоборот, это организация времени. Второе условие, когда мы читаем намаз, это то, что мы должны покрывать свой аура. А аура это определенные части тела. Это у мужчин от пупка до коленного сустава, а у женщин это все тело, кроме лица и кисти рук. Это называется аура. Аллах Субхану Тааля говорит в суре номер 7, ая номер 31, «О сыне Адама, берите свои украшения у каждой мечети». Украшения здесь имеется в виду, покрывайте свой аура, когда вы приходите на намаз и вы читаете намаз. А что такое аура? Значит, мы сказали, аура с точки зрения религии, это определенные части тела, которые мы должны покрывать. А само слово аура означает на арабском языке все, что стыдно человеку показать другим. То, что это для тебя аура, то, что ты не любишь, чтобы другие видели, это считается для тебя аура. Отсюда название аура. И поэтому даже Мухаммад ﷺ назвал в своих хадисах даже грехи, назвал их аура, потому что тоже стыдно человеку показать свои грехи другим, свои плохие поступки другим. Значит, аура имеет обширное значение. Это не только определенные части тела, но это все, что мне стыдно показать другим. Поэтому Мухаммад, когда назвал некоторые грехи аура, он сказал, например, не следите за грехами других мусульман. Но он здесь использовал слово аура. لا تتتبعوا عورات المسلمين. Аурат, имея в виду грехи, он назвал. Значит, не следите за грехами других мусульман. Потому что, опять мы говорим, значит, мы во время намаза, когда мы читаем намаз, должны покрывать свой аура. Значит, мы должны покрывать эти части тела и все, что стыдно нам показать Аллаху. Потому что есть некая связь даже между аура как части тела и между аура как поступки. Поэтому, когда Адам, алейхиссалям, с Хауа кушали из дерева, они кушали из дерева и тут же падала их одежда с них. Почему? Причем, какая связь здесь? Он делает такое дело, что он кушает из дерева. Это было для него грех, потому что Аллах запретил ему это сделать, и как он это сделал, падает с него одежда. Об этом говорится в суре 7, ая 22, а когда они вкусили дерево, явилась пред ними их мерзость, и стали они шить для себя райские листья, покрывать эти органы, которые им стыдно было показать. Но почему они упадут? Как будто здесь Аллах Субхану Тааля говорит, вот если человеку не будет стыдно перед Аллахом грешить, тогда зачем ему будет стыдно покрывать свои органы? Имею в виду в плане того, что мы должны обращать внимание не только на внешний аура, не только на покрытие своих внешних частей тела, но и еще на покрытие своих грехов. Значит, приходя к Аллаху на намаз, мы должны покрывать свой аура как части тела, нашего тела, и покрывать свой аура как наши прегрешения. А как мы покроем их от Аллаха? Когда мы просим у Аллаха прощения. И отсюда становится для нас намаз очищение, как Мухаммад сказал, от грехов. Приходя на намаз, мне стыдно вставать перед Аллахом, скажем, с открытыми органами,
И одновременно мне стыдно вставать перед Аллахом с определенными грехами. Поэтому я встаю на намаз и покрываю свой аура, просив у Аллаха прощения. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля даже назвал богобоязнь, что это тоже самый лучший покрывал. Самый лучший покрывал. Аллах Субхану Тааля говорит в суре номер 7, аят 26: «О сыны Адама, мы не спаслали вам одеяние, которое прикрывало бы вашу мерзость». Имею в виду ваши органы, которые вам стыдно показать людям. И пера, одеяние богобоязненности лучше. Это из знамения Аллаха. Может быть, вы вспомните. Видите, Аллах Субхану Тааля говорит о том, называет богобоязнь как одеяние, с помощью которого мы покрываем свою ауру, другой аура, это наши прегрешения. И то же самое, когда я прихожу на намаз и чувствую, что я должен покрывать то, что мне стыдно показать людям и стыдно показать Аллаху, это мои органы. Одновременно это должно напоминать о том, что у меня есть еще поступки, которые являются тоже аура, которые тоже я должен стыдиться их показать. И как я покрою их? От Аллаха, просив у Аллаха прощения. Второе условие – это чистота. Это чистота, чтобы тело и мое тело, моя одежда и место, в котором я читаю намаз, были чистыми от всяких нечистот, от наджаса. Аллах Субхану Тааля говорил, отсюда мы берем, когда мы сказали, мы берем тахарат и очищаем свои органы. Аллах Субхану Тааля говорит, сура номер 5, аят 6: «О вы, которые уверовали, когда встаете на молитву, то мойте ваши лица и руки до локтей, обтирайте голову и мойте ноги до щиколоток, а если вы не чисты, то очищайтесь». Это имеется в виду после интимной близости или после сна мужчины, когда, если он проснется и должен брать гусль, чтобы он брал гусль. И женщина, чтобы она брала гусль после интимной близости и после менструации или после родовых кровотечений. Значит, здесь Аллах Субхану Тааля устанавливает следующие условия. Это очищение тела, очищение одежды, очищение места чтения намаза от всяких нечистот. Но опять-таки, нечистот на арабском языке это наджаса. И мы должны знать, что наджаса имеет тоже двоякие значения. Одно значение это значение, скажем, материальное значение, что это что-то нечистое, какая-то вещь, скажем, это или испражнение, или что-то другое. А другой наджаса это плохие поступки. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля назвал наджисом иногда и поступки. Вот, например, сура номер 6, аят 145. Аллах говорит: «Скажи в том, что открыто мне, я не нахожу запретным для питающегося то, чем он питается, только если это будет мертвечина, или пролитая кровь, или мясо свиньи, потому что это скверно». Имею в виду, вот видите, здесь речь идет о питании запрещенными продуктами. Аллах Субхану Тааля говорит, это скверно, это мерзость. А в другом аяте, сура номер 5, аят номер 90: «О вы, которые уверовали, вино, майсер, имею в виду азартные игры, жертвенники, стрелы, это мерзость». Вот видите, там, где речь шла о крови и о мертвечине, что является в своем сути, в материальном отношении наджис, режис, мерзость. И то же самое, когда Аллах Субхану Тааля сказал об азартных играх, Он назвал их тоже мерзостью. И о приеме алкоголя, Он назвал их мерзостью. Значит, и
наджис в плане, то, что в материальном плане это является наджис, и то же самое плохие дела Аллах Субхану Тааля зовет их мерзостью. Значит, отсюда тоже следующее понятие, что когда я беру тахарат и очищаю свое лицо от грязи, от внешней грязи, очищаю свои руки от внешней грязи, я здесь не должен забывать о другом виде грязи, это о грехах, которые я совершил своими органами. И для меня каждый тахарат это напоминание о том, вот ты увлекаешься или ты обращаешь внимание на лицо, чтобы не было грязи на лицо. Но ты вспоминай своими глазами, куда смотрел, вспоминай своим языком, что сказал, вспоминай своими ушами, что слышал и так далее. И этот тахарат как бы тоже является напоминанием о том, что ты будь внимательным, потому что наджис это не только вот то, что ты моешь, но и еще это то, что ты совершаешь. Поэтому Мухаммад ﷺ именно об этой функции тахарата, о том, что тахарат очищает меня от грехов, указал, когда он сказал, когда раб, исповедующий ислам, совершает омовение и омывает свое лицо, лицо его вместе с водой, с последующей каплей воды, покидает все грехи. Имею в виду, покидает его лицо, все его грехи. На что он смотрел своими глазами и так далее. То же самое, когда он сказал о руках, когда он моет руки, то покидает его руки, все грехи с последней капли воды. И покидает его ноги, все грехи с последней капли воды. И в конце он сказал, пока не выходит он свободным от грехов. Значит, вот опять мы напоминаем о том, что покрыли свой аура, внешний аура, свои органы, мы должны вспомнить о том, что есть и другой аура, это грехи. Мыли и моем свои органы, свои руки, свои ноги, моем свое лицо, это еще раз напоминает о том, что и от грехов мы должны очищаться. И вот эта подготовка к намазу, как бы является напоминанием, постоянным напоминанием о том, что просил Аллах прощения. Просил Аллах прощения, исправь твои ошибки. И, конечно, если мы с таким духом мы читаем намаз, конечно, это поможет нам получить ту пользу от намаза, что она удерживает, молитва удерживает от мерзости, от неодобряемого. И следующий, поэтому всегда мы должны вспоминать в этом плане слова пророка Мухаммада ﷺ, в которых он сказал, поистине Аллах не смотрит на ваш образ и на ваши тела, а смотрит на ваши сердца и ваши поступки. Значит, это с таким духом и с такой верой мы должны готовиться к намазу. И следующее, последнее условие перед чтением намаза, это что мы должны направиться в сторону Кибла. Кибла это имею в виду в сторону Аль-Байт Аль-Харам, в сторону Аль-Кааба. И любой мусульманин, где бы ни был, когда он читает намаз, он стремится именно в эту сторону направиться. Аллах говорит в суре номер 2, аят 150, «И откуда бы ни вышел ты, обращай свое лицо в сторону запретной мечети, и где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону», когда, имею в виду, вы читаете намаз. И каждый мусульманин, когда он читает намаз, он должен, несмотря он в России, он в Ливане, он в Америке, он в Европе, любой мусульманин, любой точки земли, он направляется в эту сторону. Вот это чувство должен присутствовать тоже. Когда я направляюсь, я должен знать, что вот это должен напоминать мне о единстве между мусульманами. Что вот у нас у всех одно направление. Любой мусульман в любой точке земли, он направляется, как я, в это направление. У нас все одно направление. И это должно напоминать нам о том, что мы единый организм, о единстве между собой.
Раз у нас одно направление во время намаза, должно быть у нас одна цель, и мы должны быть едины между собой. Они разделены на разных там движения и на разные там, скажем, партии и так далее, которые между собой припираются. Конечно, допустимо, чтобы иметь свое мнение. Мы не можем все быть на одном мнении, но это не должно привести нас к тому, чтобы мы перестали уважать друг друга, любить друг друга как мусульмане и быть в единстве. Я могу читать намаз, может быть, не так точно, как ты читаешь намаз. В движениях могут быть отличия, но это ни о чем не говорит. Это не говорит о том, что я правильно и ты неправильно, один из нас только правильно. Может быть, мы оба правы. И Мухаммад ﷺ иногда читал намаз по-разному. Имею в виду, в одно время поднял руки до ушей, в другом время поднял руки до плеча и так далее. Это не говорит о том, что один только правильный. Может, все правильные. И вот эти детали намаза не должны заставить нас забывать суть намаза, что мы единый организм. Мухаммад ﷺ сказал, пример мусульман между собой это как единственный организм. Если беспокоится один орган в нем, то все органы реагируют, и весь организм реагирует на это. Бессонницы и лихорадки, имею в виду повышением температуры. И вот это направление в сторону кибла должен всегда напоминать нам о том, что, тем более, когда мы стоим вместе. К сожалению, иногда в мечети мы стоим около друг друга и направляемся все в одну сторону, и плечо к плечу, и одновременно наши сердца ненавидят друг друга. Это разве возможно? Это разве то, что к чему призывает намаз? Если к этому бы призвал намаз, Аллах бы сказал, читайте каждый дома, каждый отдельно, и каждый пусть направится в какую сторону он хочет. Раз вот Аллах Субхану ва Тааля велел нам таким образом читать намаз, стоять за имам, когда имам, и следить за имам, одновременно движение вместе делать. Это о чем говорит? Это именно учит нас. И когда Рустум, это один из лидеров фарсов, когда была война между ними и мусульманами, и он заметил, как мусульмане встали на намаз так четко, около друг друга, движение вместе, он сказал, они нас победили. Потому что он увидел такое единство у них. Он сказал, не может быть, чтобы они не победили. И даже он сказал, это образно, он сказал, Умар, и тогда был руководителем мусульман Умар, он сказал, Умар съел мое сердце. В таком образно говоря, имею в виду, победил меня. Вот увидев мусульмане, как читает намаз. И тот же самый такой дух должен присутствовать у нас, когда мы читаем намаз и направляемся в одну сторону. Это для того, чтобы мы поняли, что мы едины между собой. Вот это даже еще не говорим мы о движениях намаза, а мы сказали только о процессе подготовки к намазу, о значении самого намаза. И видите, сколько у нас уроки, и сколько исправлений, и сколько может быть влияние. И, конечно, если мы с таким духом будем читать намаз, намаз будет удерживать нас от неодобряемого и плохих поступков. И дай Аллах Субхану ва Тааля, чтобы мы обращали должное внимание на намаз, сохранили намаз и сделали намаз сами важные дела в нашей жизни и сами достойные дела в нашей жизни, и поняли, чтобы мы для чего намаз и к чему должен привести намаз. И дай Аллах, чтобы это было так, и чтобы мы изменили себя с помощью намаз. И ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.